Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодняшний урок информатики с вами проведу я. Меня зовут Елена Александровна. Надеюсь, вы приготовили все к уроку. Тетрадки, ручки, книжки. Давайте приступим. Посмотрите на экран. Перед вами ребусы. Разгадав их, мы с вами определим ключевые слова урока и узнаем тему. Давайте проверим. Первое слово – робот. Второе слово – робототехника. Тема нашего сегодняшнего урока – введение в робототехнику. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с историей возникновения роботов и робототехники, с понятиями робот и робототехника. Рассмотрим разные виды и классы роботов. Узнаем, какие роботы существуют сегодня. Мы живем в то время, когда хочется переложить многие домашние и рабочие хлопоты на плечи интеллектуальных помощников. И нам на помощь приходят роботы. В массовом сознании слово «робот» ассоциируется в основном с научными достижениями и идеями 20-21 веков. Однако часто этот термин, мало разбирающийся в технических областях человек, встречает в произведениях научной фантастики, сериях фильмов «Терминатор», «Трансформеры» и так далее. Более продвинутые из них еще могут вспомнить советские луноходы, промышленные или медицинские аппараты, зверо- или человекоподобных роботов из рекламных роликов компании Boston Dynamics. Однако, как и многие другие великие идеи человечества, концепция автоматизированных механизмов, способных самостоятельно выполнять различные операции, появилась гораздо раньше и прошла длительный путь своего развития. Прежде чем говорить о том, какими были самые первые роботы, следует определить, что именно подразумевается под данным понятием. Это имеет важное значение для понимания развития данной технологии и ее уникальности. Робот – это механическое устройство, которое программируется и в дальнейшем способно выполнять задачи и взаимодействовать с внешней средой без помощи человека. Робототехника – это сфера деятельности, связанная с проектированием, производством и эксплуатацией программируемых механических устройств – роботов. В основу слова «робототехника» легло слово «робот», придуманное в 1920 году чешским писателем Карлом Чапеком для своей научно-фантастической пьесы «РУР» «Росумовские универсальные роботы», впервые поставленной в 1921 году в Праге и пользовавшейся успехом у зрителей. В ней хозяин завода налаживает выпуск множества андроидов, которые сначала работают без отдыха, но потом восстают и губят своих создателей. Чешское слово «робота» означает принудительное рабство. И хотя в этом произведении роботы изготавливались на фабриках из выращенных органических тканей, само понятие впоследствии было популяризировано именно в отношении механических устройств. Робота следует отличать от простых механизмов и автоматов. Это устройство обладает способностью к более тесному и комплексному взаимодействию с оператором и внешней средой. Если простой автоматический механизм при выполнении определенного действия слепо следует заранее заложенному в нем алгоритму, то робот способен воспринимать внешние сигналы и в соответствии с ними адаптировать свои действия. Таким образом, его взаимодействие с внешней средой становится более гибким, точным и универсальным. Даже самые первые в мире роботы, о которых будет сегодня далее рассказано, имели примитивные аналоги органов чувств, без которых это принципиальное отличие было бы невозможно. Однако история создания роботов тесно переплетается с развитием механики и логически из нее проистекает. Поэтому для ее понимания необходимо углубиться на несколько веков назад, а именно в эпоху античности, когда процветала колыбель наук Древняя Греция. В этой стране появились автоматизированные устройства, созданные для выполнения практических задач и развлечения. В качестве примера можно привести описанную Филоном Византийским механическую женщину-слугу, которая наливала из кувшина вино во вставленный в ее руку стакан.
Примечательно, что первые роботы появились очень давно. Вот, например, коготь Архимеда был спроектирован в III веке до нашей эры для защиты городских стен Сиракузы от римских захватчиков. Коготь представлял собой гигантский кран с большими крюками-кошками. Когда римский корабль подходил близко к стенам, крюки хватали его и поднимали из воды, а затем корабль отпускали обратно в воду так, что он опрокидывался. Это было изобретение так тщательно спрятано, что римляне думали, что они сражаются с богами. Древнегреческий математик и изобретатель Архит Тарентийский еще в V веке до нашей эры изобрел деревянного голубя, который запускался в небо с помощью паровой катапульты. Многие историки технологий считают, что первый робот в истории был создан именно в этот момент, хотя корректнее считать его прототипом крылатой ракеты или реактивного снаряда. Братья Бану Муса в IX веке нашей эры изобрели искусственного флейтиста, а их огромный иллюстрированный труд о механических устройствах под названием «Книга гениальных устройств» или «Книга хитрости», написанных тремя братьями персидского происхождения в середине IX века, известными как Бану Муса, содержит в себе описание около сотни устройств и способов их использования. Несмотря на то, что многие из автоматических механизмов, описанных братьями в этой книге, предназначались скорее для фокусов, само их появление стало огромным скачком в развитии техники. На закате эпохи Средневековья автоматические устройства, воспроизводящие достаточно сложные действия, популяризировались и легендарным Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, будучи гением инженерной мысли, в своих зарисовках предложил схемы самых разных механизмов, одним из которых является фигура закованного в латы рыцаря, которая могла двигать руками и шеей, садиться и даже открывать рот. Собранный образец демонстрировался изобретателем при дворе Людовика Сфорца, герцога Миланского, в 1495 году. В XX веке по сохранившимся чертежам была воспроизведена точная и функциональная копия этого устройства, сегодня хранящаяся в Миланском музее. Однако настоящую популярность и бурное развитие автоматические механизмы получили с началом эпохи Возрождения. Особенно прославился на этом поприще мастер Жак де Вакансон, который жил в XVIII веке. Особую популярность получили два его изобретения – механическая утка, способная взмахивать крыльями, клевать зерно с руки и многое другое, и автоматический музыкант, умеющий наигрывать различные мелодии на флейте и свирели. Другим известным мастером был швейцарец Пьер Жаки Дро, живший в том же XVIII веке и основавший знаменитую часовую компанию Джеки Дрос. Среди устройств особенно известно три его творения. Писарь – автоматическая фигура мальчика, содержащая около 4000 деталей. Она была способна написать любой текст из 40 знаков, самостоятельно макая перо в чернильницу. Художник – похожий автомат, только вместо текста наносивший на бумагу различные рисунки, например, портреты людей, изображения животных и так далее. Девушка-музыкант – автомат в виде органистки, который умел наигрывать на небольшом органе 5 различных мелодий, при этом двигая головой и телом, а в конце выступления изящно кланяясь. Технология создания подобных устройств получила широкое распространение не только в Европе, но и в мире. В конце XVIII века в Японии была создана автоматическая девушка, способная стрелять из лука, а в Эрмитаже выставлены знаменитые часы с павлином, купленные Екатериной Великой в Британии. В Петербурге в коллекции Государственного Эрмитажа уже более 2 столетий хранится уникальный экспонат, неизменно вызывающий восхищение публики. Это удивительные часы «Павлин», созданные в 70-е годы XVIII века. Создатель часов – знаменитый английский мастер Джеймс Кокс, снискавший себе громкую славу изобретателя уникальных механизмов еще при жизни. Часы являются не только искусным механизмом и модной для того времени занимательной игрушкой, но и подлинным произведением искусства. В стеклянном вольере расположились павлин, петух, сова и белочки. При заводе специальных механизмов фигуры приходят в движение. Циферблат часов
спрятан в шляпке большого гриба у подножия дуба. В прорези шляпки видны римские и арабские цифры, обозначающие часы и минуты, а сидящая на верхушке гриба стрекоза служит секундной стрелкой. Джеймс Кокс использовал 4 самостоятельных механизма. 3 приводят в движение фигуры, а 4 являются часами. Часы «Павлин», заказанные князем Потемкиным Таврическим для Эрмитажа императрицы Екатерины Великой, были доставлены в Петербург в 1781 году в разобранном виде. В 1794 году талантливый русский механик Иван Петрович Кулибин собрал часы и вернул их к жизни. И в 1797 году часы перевезли из Таврического дворца в здание Малого Эрмитажа. Каждую среду в павильонном зале волшебные птицы в чудесном саду оживают, вызывая восторг посетителей. Современный этап развития робототехники. Механические игрушки-автоматоны изготавливались часовщиками вплоть до начала 20-го столетия. Их главным недостатком было сильно ограниченное время действия и слабость из-за особенностей пружинного заводского механизма. Однако развитие технологии электричества дало человеку новый источник энергии, которым можно было питать устройство гораздо более продолжительное время. В то же время начинаются и первые попытки заставить сложные механизмы работать на человека, заменяя его труд на производстве. Уже в 1808 году французский ткач Жозеф Мари Жаккард изобрел ткацкий станок, программируемый с помощью перфокарт. Пока это был еще не робот, скорее аналог современных автоматизированных линий, но именно в нем впервые в промышленности был реализован принцип программирования, на котором держится современная робототехника. И все же считается, что человек, создавший первого действующего робота, это американский инженер Рой Уэнсли из корпорации Westinghouse Electric Company. Разработанный им в 1928 году механизм под названием Герберт Телевокс представлял собой человекоподобную машину, способную открывать двери и окна, отключать духовку, электродвигатели и тому подобное. Важнейшим отличием этого изобретения от автоматонов являлось умение отвечать и реагировать на команды, подаваемые ему по телефону. При этом робот не был подключен к линии напрямую. Он, подобно человеку, с помощью встроенного микрофона слушал приказания. Из-за несовершенства технологий того времени эти команды представляли собой не обычную речь, а определенную последовательность гудков, писков, скрежетов и других звуков различной тональности. Слово «робототехника» было впервые применено известным автором научной фантастики Айзеком Азимовым в 1941 году. 3 закона робототехники в научной фантастике, обязательные правила поведения для роботов, впервые были им сформулированы в рассказе «Хоровод» в 1942 году. До Азимова проблема восстания искусственного интеллекта была одной из самых популярных в научной фантастике 20-30-х годов прошлого столетия. Азимов часто обсуждал свои рассказы с другом и главным редактором журнала Astounding Джоном Кэмпбеллом. За обсуждением очередного фантастического рассказа писателя Кэмпбелл сформулировал те 3 правила, которые мы называем законами робототехники. Как звучат законы робототехники Айзека Азимова? Первый закон звучит так. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме случаев, когда приказы противоречат первому закону. Третий закон робототехники. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Первые упоминания законов можно встретить в произведениях Робби и Логика Азимова. Точная формулировка первого закона робототехники звучит впервые в рассказе «Лжец», а все 3 закона полностью сформулированы в рассказе «Хоровод» 1942 года. Как следствие всех 3 законов робототехники, Айзек Азимов формулирует 4-й закон, ставя его на первое место, и называет нулевым. По задумке Азимова, 3 закона робототехники заложены в основу математической модели позитронного мозга. Так фантаст называл мозг робота с искусственным интеллектом. Таким образом, создать думающего робота без этих 3 законов невозможно. Если робот попытается нарушить законы, то он выйдет из строя.
Поэтому в рассказах Азимова прослеживалось, что роботы имеют ограничения и правила. Современные робототехники признают, что законы Азимова хороши только для рассказов, но бесполезны на практике и вряд ли будут реализованы в роботах. Исследователи в области искусственного интеллекта рассматривают законы как идеал. Нужно быть гением, чтобы применить их на практике. Потребуется исследование в области искусственного интеллекта, чтобы роботы поняли законы робототехники Айзека Азимова на английском. На сегодняшний день роботы стали многофункциональными и имеют массу применений. Роботы бывают промышленными. Их использование позволило ускорить и повысить точность многих производственных процессов. Упаковка, сборка, окраска и укладка на поддоны. Роботы таких видов принимают решения на основе сложного ответа от датчиков и оснащены системами технического зрения. Они могут использоваться для выполнения сложных, опасных задач, а также задач, которые человек выполнить не в состоянии. Обезвреживать бомбы, обслуживать ядерные реакторы, исследовать глубины океана и достигать самых дальних уголков космоса. Исследовательские роботы используются для выполнения задач в опасной и сложной среде, изучения космического пространства и планет Солнечной системы и так далее. Образовательные роботы используются для проектирования и решения определенных учебных задач. Android в современном значении обычно подразумевается человекоподобный робот, и так называется операционная система на смартфонах. Рассмотрим, на какие классы можно поделить всех роботов. Первое – манипуляционные. Они бывают стационарными и передвижными. Манипулятор – это механизм для управления пространственным положением орудий и объектов труда. Передвижной манипуляционный робот – это автоматическая машина, состоящая из исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и устройства программного управления, которое служит для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих функций. Стационарный манипуляционный робот. Такие роботы производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях. Получили наибольшее распространение в машиностроительных и приборостроительных отраслях. Виды движения манипуляционных роботов. Поступательные движения и угловое перемещение. Сочетание и взаимное расположение звеньев определяет степень подвижности, а также область действия манипуляционной системы робота. Для обеспечения движения в звеньях могут использоваться электрический, гидравлический и пневматические приводы. Частью манипуляторов, хотя и не обязательно, являются захватные устройства. Наиболее универсальные захватные устройства аналогичны руке человека. Захват осуществляется с помощью так называемых механических пальцев. Для захвата плоских предметов используются захватные устройства с пневматической присоской. Для захвата множества однотипных деталей, это обычно и происходит при применении роботов в промышленности, применяют специализированные конструкции. Вместо захватных устройств манипулятор может быть оснащен рабочим инструментом. Это может быть пульверизатор, сварочная головка, отвертка и так далее. Мобильный робот – это автоматическая машина, в которой имеется движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. Они бывают колесными, шагающими, гусеничными, ползающие, плавающие и летающие. Плавающий робот Сипиус. Робот-змея-амфибия. Перед вами первая в мире механическая змея-амфибия. Чудо робототехники. Продукт 30 лет технологической эволюции.
Приводы – это мышцы роботов. В настоящее время самыми популярными двигателями в приводах являются электрические, но применяются и другие, использующие химические вещества или сжатый воздух. Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире от датчиков, аналогов органов чувств живых организмов, робот самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком либо животным. При этом робот может как иметь связь с оператором, получать от него команды, так и действовать автономно. Очень интересны современные роботы Nao, Aibo, Asima. Давайте посмотрим их. Робот Asima компании Honda. Робот-собака Aibo компании Sony. Человекоподобный робот Nao. Hello now. Hello. Give me this ball, please. Nice ball. Представьте себе ситуацию. Вы выходите из супермаркета с кучей пакетов в каждой руке и уже чувствуете, что вот-вот что-нибудь упустите. Здорово было бы в такие моменты иметь под рукой помощника, который смог бы взять на себя весь ваш груз. Аппарат по имени Гита может быть таким вариантом. Робот был создан компанией Piaggio Fast Forward. Это дочерняя компания Piaggio Group, которая является известной мотороллерами. Piaggio Fast Forward описывает Гита как автономное транспортное средство, которое помогает человеку нести тяжелые пакеты домой. Этот аппарат своим дизайном немного напоминает робота-курьера от Starship Technologies, но отличается тем, что является персональным помощником, постоянно следующим за человеком, даже в помещениях. Устройство высотой 65 см способно перевозить до 20 кг груза со скоростью выше, чем 35 км в час. Робот может управляться либо от человека-оператора, либо передвигаться автономно в местах с подготовленной маркировкой. Клиент надевает специальный белый пояс с камерой на передней части. Используя технологию SLAM, локализация и картография, эта система создает 3D-облака с точками на карте окружения пользователя. С помощью этой карты робот знает, куда ему идти. Если вы выходите из линии видимости, например, поворачиваете за угол, Гита все равно вас найдет. Он проследит ваш путь по отображаемым точкам на карте. Пользователь может создать путевые точки и сохранять их в облаке, чтобы робот в следующий раз уже знал этот маршрут. Давайте посмотрим на него. Сегодня на уроке мы с вами познакомились с историей возникновения роботов и робототехники, с понятиями робот-робототехника, рассмотрели разные виды и классы роботов, узнали, какие роботы существуют сегодня. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч!